Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. И мы с вами разбираем тему дуа, взывание к Аллаху. И сегодня наша сегодняшняя тема «Та'арраф иля Аллахи фирраха, я'арифка фишидда». То есть познавай Всевышнего Аллаха, даже познавай, узнавай, может быть, да? Узнавай Всевышнего Аллаха в благополучии, то есть когда ты находишься в благополучии, и тогда Аллах узнает тебя, когда ты окажешься в беде. На прошлой лекции мы с вами прошли три правила, три адаба дуа, а именно первое, то, что мы должны в начале просьбы о чем-либо, мы должны начинать свои дуа именно покаянием за наши грехи и спрашиванием прощения Аллаха. Потому что мы с вами говорили, что именно наши грехи, они встают между благами Всевышнего Аллаха, между баракатом от Аллаха и между нами. И блага Всевышнего Аллаха, то, чего мы добиваемся через дуа, оно не может до нас дойти. Из-за чего? Из-за наших грехов. Получается, если мы уберем эти грехи, то, по милости Аллаха, вот эти дары, они сами, вот этот баракат, он сам вернется. Поэтому, когда пришла засуха, и Умар ибн Хаттаб собрал весь народ и вывел в пустыню для того, чтобы истиска делать, истиска, то есть в переводе означает просить у Аллаха, дождь, он ни разу не вспомнил про дождь. Он просто делал истигфар. И когда они все, весь народ пришел домой, Аллах не спаслал на них обильный дождь. И люди спросили: мы не слышали во время истиска даже ни одного слова от тебя, чтобы ты попросил у Аллаха дождя. На что Умар ибн Хаттаб ответил: я попросил у Аллаха то, что притягивает к нам дары Аллаха, притягивает к нам дождь. И он вспомнил суру Нух, 9 аят. Следующий адаб, 3 мы с вами говорили, да? Это взывание к Аллаху в состоянии смиренности, то есть ты должен понимать свою слабость перед Ним, и ты должен понимать Его силу, и высокомерно, горделиво, если человек будет взывать к Аллаху, эти дуа не примутся. Поэтому смиренность во время дуа. И третье, ан юлиха аля Аллахи фид дуа. То есть настойчивость во время дуа. Настойчивость. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, очень часто, когда просил у Аллаха что-либо, он повторял это. Даже элементарные, распространенные дуа. Аллахумма идни ас'алюка аль-джанна. То есть: о Аллах, я прошу тебя рай. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повторял это по 3 раза. То есть просил 3 раза у Аллаха рая и просил защиты от ада. Поэтому во время дуа мы должны быть настойчивыми и никогда не переставать взывать к Нему. Сегодня поговорим об одном великом правиле дуа. На самом деле это правило очень важное, и от этого зависит результат наших дуа. А именно мусульманин, то, что мусульманин не должен ограничиваться искренними дуа, только тогда, когда ему плохо. То есть, если мусульманин хочет, чтобы Аллах поддержал его, помог ему, проявил к нему свою милость тогда, когда ему плохо, вот пришла беда, и он искренне взывает к Аллаху. Если он хочет, чтобы во время этой беды Аллах принял его дуа,
он что должен делать? Он должен заниматься дуа, поминанием Всевышнего Аллаха тогда, когда ему хорошо, когда ему легко. И именно вот эти наши взывания к Аллаху, поклонение Аллаху, поминание Его, возвеличивание во время благополучия, когда у тебя все хорошо, но ты не забываешь о Нем. Ты поклоняешься Ему, ты восхваляешь Его, ты взываешь к Нему. Вот это твое состояние, когда тебе хорошо, связь с Аллахом, будет причиной того, что Аллах поддержит тебя тогда, когда тебе будет плохо. Тогда, когда тебе будет плохо. И поэтому это есть великая причина принятия твоего дуа. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе от Абу Хурайры, радийаллаху анху, который мы находим в сборниках имама Тирмизи, Хаким и других: «Ман сарраху ан ястаджиб Аллаху лаху инда шадаид валь кураб фальюкфир дуа фирраха». То есть, если кто пожелает, чтобы Аллах ответил ему, когда в несчастье, то есть когда он находится в несчастье, в беде, то пусть он фальюкфиру дуа, пусть он увеличит свое дуа, когда он находится в благополучии. То есть, если мы хотим, чтобы Аллах помог нам, когда нам тяжело, тогда нужно побольше делать дуа, взывать к Нему, когда нам легко и хорошо. Вот этот хадис от Абу Хурайры, радийаллаху анху. И Всевышний Аллах в Коране не в одном, а во многих аятах упрекает, даже не только упрекает, а унижает положение многобожников, мушриков, которые предают Аллаху в сотоварищи кого-то, да? Вот именно когда эти многобожники, которые поклоняются ложным божествам, когда Аллах дает им какую-то проблему, какую-то беду не спосылает на них, они все понимают, что все вот эти изваяния, то есть ложные божества, все эти истуканы, идолы, да, солнце, там, кому бы, чему бы они не поклонялись наряду с Аллахом, когда, вот, если по-нашему сказать, когда его приспичит, да, все, вот, беда пришла, они начинают понимать, что никто, кроме Аллаха, им не поможет. То есть вот эти покрывала лжи, да, когда они сами себе придумали вот этих ложные божества, ведь на самом деле все знают. Аллах говорит, если если ты спросишь у них, а кто создал небеса, земли, тебя, других, они скажут, непременно скажут Аллах. Никто не говорит, что вот этот истукан, которому он поклоняется, он есть создатель всего. Никто не говорит, что они оживляют всех и всех умерщвляют. Они говорят, что это Аллах, Но они поклоняются, они придумали эти божества и поклоняются. Но каждый раз, когда Аллах не спосылает на них беду, вот эти ложные покрывала, они все уходят. И он возвращается к кому? К одному. К единому и истинному божеству, который на самом деле достоин поклонения, который на самом деле может, иншаллах, избавить их от этой беды. И таких аятов очень много. Давайте все не буду приводить, только некоторые из них. Сурат Уз-Зумар. Толпой. 8 аят. Аллах говорит, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Когда человека постигает беда, دَعَى رَبَّهُ, он начинает звать своего Господа, мунибан илейх, обращаясь только к Нему. Все, нет больше никаких божеств, истуканов, ни у солнца он не просит, ни у звезд, все, только один Аллах.
Да, раббах мунибан илей. То есть обращаясь только к нему. Thumma ида хауаляху ни'матам минху. Но затем, когда Всевышний Аллах предоставляет ему блага, возвращает ему блага после тех бед, то есть все, беда ушла, он взывал к Аллаху искренне, да, потому что все мы, когда нам плохо, становимся искренними, да. Вот, когда Аллах говорит, когда мы предоставляем ему после этой беды благо, все, беда ушла, пришло благополучие, насия ма кана яд'у илейхи мин кабль. Он забывает то, что взывал к нам, то есть Аллах говорит ко мне до этого. Все, он уже забыл. Что вчера этот искренний в слезах ревел и просил у Аллаха, когда было плохо ему. Да? Он забывает это. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. И снова начинает брать ложные божества. То есть брать в сотоварищи кого-то Аллаха. То есть снова начинает совершать ширк. Сурат Зумар, 8 аят. Сурат Юнус, 12 аят. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. То есть, когда его постигает беда, он взывает к нам, будучи на своем боку. Если он лежит, то есть он лежа просит у Аллаха. Например, столько, например, больных людей, они лежа просят у Аллаха, да? «Ау қағидан», или же сидя, «Ау қаиман», или же стоя на ногах, да? Он взывает к нам. «Фалямма кашафна анху дурра». Но каждый раз, когда мы заставляем уйти эту беду, то есть только Аллах не спосылает беду, и только Аллах избавляет от беды. Так ведь? Но каждый раз, когда проходит, то есть каждый раз, когда мы избавляем его от этой беды, марра кааллам яд'уна иля дуррин масса. Он проходит мимо, как будто он никогда не взывал, будучи в этой беде, которая его постигла. То есть, как будто ничего и не было. Все, он забыл это. Потому что ему снова как? Ему снова хорошо. Так ведь? И вы не видите, даже быть, себя в этих аятах. Даже мы. Альхамдулилля, Аллах избавил нас от многобожия. Но, когда мы обращаемся к Аллаху чаще, искренне, больше, к сожалению, когда нам плохо. Когда нам плохо, мы чаще вспоминаем Аллаха. Когда нам плохо, мы начинаем тахаджуд читать, потому что заснуть не можем. Потому что нам плохо. Так ведь? А когда нам хорошо, мы предаем Аллаха забвению. Вот это наша натура, это наш нафс. Но многобожники, мы должны понять, что когда прямо когда тяжело, они понимают, что вот эти все божества не могут им помочь. Они не могут им помочь. Я знаю одного Абыя, он не многобожник, альхамдулилля, но пусть Аллах наставит его на 5 намазов, да. Он рассказывает, когда, говорит, я потерял, говорит, очень близкого человека, у него, когда дочь умерла, ничто не могло меня утешить. Ни другие дети, ни жена, ни родные, ни социальное его положение, да, он был большим начальником. Ничего, ни еда, ни деньги, ни друзья, никто не могли меня утешить. И единственный человек, говорит, он мне дал, говорит, перевод Корана, говорит, на русский. Я, говорит, просто не понимая, что я делал, я открыл, говорит, и начал читать. Первая страница, вторая, 10-я, 20-я, 30-я. И тихо-тихо, первый день, второй день, третий день. И тихо-тихо меня начал отпускать. То есть я, говорит, тогда понял, что единственная сила, которая может избавить меня от этого положения, да, это
это не жена, у жены своя беда, это мать, которая тоже потеряла дитя. Так ведь не друзья, не родные, только он. Я, говорит, тогда понял, что мы его рабы, и мы нуждаемся в нем. Вот поэтому это наше положение. Это наше положение. Вот многобожники, они искренне начинают поклоняться, взывать к Аллаху. Но как только уходит беда, сразу же возвращаются к своей лжи, к своим божествам. Сурат Уз-Зумар, также 49-й аят. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَانَا. Когда человека постигает вред, то есть беда, он взывает к нам. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً. А затем, когда мы предоставляем ему после беды свои дары, то есть все, мы избавляем его от этой беды, да, ему снова даем благополучие от себя, ни'матан минна. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. Он говорит, я нашел все это, вот это благополучие, я достиг всего этого только из-за моего знания. То есть он не говорит, что Аллах его избавил, и Аллах ему это все дал. Он говорит, да нет. Например, там у него начались там большие проблемы на работе, с деньгами, там, у него там бизнес не идет, он теряет огромные деньги, все, он начинает взывать к Аллаху, а потом Аллах Тааля дает ему выход. Все, Аллах возвращает ему, то есть избавляет его от этой беды и возвращает ему блага. Но он забывает о том, что вчера еще он просил у Аллаха и забывает о том, что Аллах ему дал это все. И он говорит, нет, это все мне было даровано только из-за моего знания. Это как Карун, да? Как Карун. Когда ему говорили, праведные, не надо вести себя надменно, горделиво, оставь свое высокомерие. А вернись к Аллаху, поблагодари Его за то, что Он вот наделил тебя всем этим. Он говорил, да нет, все это богатство, все это имущество, я этого добился только из-за моих знаний, потому что я такой умный, потому что я такой знающий. И таких аятов очень много, очень много. И вот эти аяты указывают на то, что человек подло для человека. Это низко, когда вот ему плохо, ему нужен Аллах. Да? И он искренний. Он искренний перед Аллахом. Даже самые неискренние, когда его, не дай Аллах, очень близкий человек попадает куда-то в ДТП, оказывается где-нибудь в реанимации, когда неизвестно, через сколько часов он погибнет или же выживет, да? Вот тогда самые неискренние, они становятся искренними. Они начинают взывать к Аллаху. И на самом деле искренне. Но, к сожалению, да, когда Аллах избавляет его от этой беды, да, Аллах Тааля отправляет к нему специалистов, дает исцеление. Его ребенок, альхамдулилля, поправился, да, вернулся к отцу, к матери. Да. Все, жизнь идет своим чередом, все улыбаются, все смеются, и эта искренность снова покидает его. Все, он возвращается опять к своим идолам, своим божествам, тот же образ жизни, так ведь, который был еще до этого бедствия. Вот эти аяты указывают на то, что как низко и подло человек поступает. Когда ему плохо, ему нужен Аллах. Он обращается к Аллаху. А когда все хорошо, когда Аллах избавляет его от этой беды, от этой проблемы, все, он уже отворачивается и снова в беспечности, снова предает Аллаха забвению. И на самом деле в отношениях с людьми также происходит. Так ведь? Вот мы тоже такие. Когда нам нужно, когда нам кто-то нужен, да, все, мы там его найдем везде. Так ведь там придем домой, там один раз постучимся, если не откроет, второй раз, третий раз, будем стучать, пока он не откроет. Так ведь? Ну, даже вот
я замечал, когда телефон звонит, когда много гудков, я примерно понимаю, что человек звонит не по моему вопросу, а по своему вопросу. А когда он перезванивает, там, например, я ему звонил, может быть, долго тоже, я такой же, может быть, да, там по своему вопросу, а он мне перезванивает, он там буквально 2-3 гудка, потому что, ну, я ему не нужен, он мне нужен, так ведь? А когда я ему нужен, он может там стучаться, пока я не отвечу ему. Вот это наша натура. Но на самом деле мы же не любим таких людей. Вот наша фитра, которую Аллах Тааля нам дал, вот это врожденное состояние, да, вот, которое ищет некую справедливость в отношениях, но нам это не нравится. Например, брат, который... Ну это же неблагодарность. Это элементарная неблагодарность. Когда твоему соседу что-то нужно от тебя, он там видит тебя издалека, да, он едет на машине, он тебе там салям дает, бибикает, да, потому что ты ему нужен. У него вопрос есть, да, все, он там улыбается, там, может быть, даже знает, как тебя зовут, там, да, то есть все, он обращается к тебе, ты ему помогаешь, но проходят какие-то 2-3 дня, может быть, он толком с тобой и не здоровается, и снова тебя не видит, потому что он там занят, куда-то смотрел, да, то есть вот мы же не любим таких. Потому что это элементарно. Мы любим благодарных соседей, мы любим благодарных жен, благодарных мужей. Родители любят благодарных детей. И вот это положение, когда тебе плохо, ты бежишь к Аллаху, искренне просишь у Него. А когда Аллах же избавляет тебя от этой проблемы, от этой беды, ты отворачиваешься от Него, забываешь о Нем, то есть уже перестаешь восхвалять Его, перестаешь выстаивать те же тахаджуды, которые у тебя когда-то были, да? Ну вот это положение. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис передает нам Абдуллах ибн Аббас, «Та'арраф иля Аллахи фир раха, я'арифка фи шидда». То есть стремись узнать Аллаха в благополучии, и тогда Аллах узнает тебя в беде. И Ибн Раджаб, рахимахуллах, то есть это человек, который дает толкование, написал толкование многих хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он пишет следующие слова, что раб, который хранит свою богобоязненность, то есть выполняет приказы Всевышнего Аллаха, остерегается Его запретов, который хранит границы Аллаха. Вот что такое харам? Харам это граница, за которую нельзя переступать. То есть раб, который свято хранит эти границы, да, и в состоянии благополучия. Не только когда у него что-то болит, да? Нет, в состоянии здоровья, да? И он всегда поминает Аллаха, всегда помнит о Нем, восхваляет Его, взывает к Нему. И вот это та'арраф, то есть познавать Аллаха, узнавать, да, вот это познание между ним и между Аллахом, да, вот это является причиной того, что Аллах обязательно познает его, то есть поможет ему, когда ему будет плохо. Когда будет ему плохо. Поэтому один из праведных предшественников, объясняя этот хадис, он призывает нас вспомнить 2 персонажа. 2 притчи, 2 истории из Корана. И как раз вот в этих историях мы видим оба примера. То есть первый пример, когда человека постигает беда, и он взывает к Аллаху, и Аллах отвечает ему и спасает его от этой беды. А второй пример, когда он на протяжении скольких лет проявлял неверие по отношению к Аллаху,
неблагодарность по отношению к его благам, и когда Аллах Тааля не спосылает на его голову беду, смерть, он проявляет искренность. И искренне начинает взывать к Аллаху, но результата нет. Это какие примеры? Первый пример это кто? Нет, первый. Первый пример это праведник, которого Аллах спас, когда ему было плохо, за то, что он всегда восхвалял Аллаха, когда ему было хорошо. Это первый пример. Кто это? 5 ставлю. Шоколадку дам. Кто это? В Коране. Юнус, алейхиссалям. Заннун, обладатель кита. Обладатель кита. Юнус, алейхиссалям, когда его проглотил кит, кит его проглотил, но он остался в утробе кита. Живой, здоровый. В хадисах не говорится, в Коране и в хадисах не говорится, сколько он там остался. Где-то говорится 7. Что это 7? То есть дней, недель, так ведь? Поэтому Ибн Касир, он как бы в тафсире размышляет над этим. Но он не 2 часа там был. Он оставался там на протяжении какого-то серьезного промежутка времени. Потому что если бы он был там 2 часа, он бы опомнился, подождал бы и все, вышел бы. Нет. Он оказался в утробе кита, и он понял, что там никто ему не может помочь. То есть получается 3 слоя темноты, как Аллах сказал. Да? «Вада'а фи зулюмат». То есть он воззвал к Аллаху за 3, то есть за несколько слоев темноты. Несколькими слоями темноты. И ученые сказали, первый слой это темнота ночи. Потому что ночь это тоже как одеяло. Вот когда все темно, становится страшновато. То есть, не как днем, так ведь? То есть, вот это первый слой темноты. Второй слой темноты это что? Это огромное море. Это море. Он там был на дне этого моря. Там темно, там страшно. Так ведь? И третья темнота это сам кит. То есть это брюхо кита. То есть и он там. И никто не может и там оттуда спуститься к нему, достать его. Так ведь? И вот здесь, понимая свою беспомощность и понимая, что вина не в Аллахе, Аллах справедливый, а в нем. В нем. Тоже, надо же было ему понять вот это еще, да? Он воззвал к Аллаху. И Всевышний говорит, «Фалауля аннаху кана миналь мусаббихин». И если бы он не был из числа восхваляющих, мусаббихин это то есть те, которые тасбих делают. А в некоторых тафсирах говорится миналь мусаллин, из тех, которые совершают намаз, 5 намазов. Даже Ибн Касир пишет, что он единственное творение, человек, который совершал намаз в утробе кита. То есть он совершал и там намаз. И вот Аллах говорит, если бы он не был из числа восхваляющих, или же в другом варианте молящихся, лялябиса. То есть Аллах не говорит, он остался бы. Аллах говорит лялябиса, то есть это форма глагола, которая указывает, что несомненно он остался бы фи батнихи, в его утробе кита, иля яуми юбгасун, до судного дня. То есть он бы обязательно погиб бы там. Но в судный день Аллах всех вытащит. Так ведь? И верующих, и неверующих, и кого там рыбы съели, он всех соберет, день воскрешения. И вот этот аят, это сура Соффат, 143, 144 аяты, да? Вот в этом аяте мы видим доказательство того, что все его тасбихат, восхваление Всевышнего Аллаха, все его поклонения, которые он совершал где? Вне кита, до кита. Так ведь? Оказались причиной того, что Аллах принял его дуа в утробе кита. То есть, если бы не было тех дуа,
и тех поклонений, тех восхвалений, поминаний Аллаха, то здесь, сколько бы он, как бы он искренне не взывал к Аллаху, Аллах говорит, «Лялябита фи батнихи иля йоми юбас». Он непременно остался бы в утробе кита до судного дня. То есть получается, его не только эта дуа спасла, да? Его спасли те дуа, которые были до кита. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что вот эта прекрасная дуа Юнуса, пророк ﷺ сказал, что это дуа мустаджаб, что это, несомненно, принимающаяся дуа. То есть, ла иляха илля ант, субханак, инни кунту миназ залимин. Инни кунту миназ залимин. Даже когда, я помню, мобилизация началась, по WhatsApp все мамы, пусть Аллах всем поможет, да, они начали вот эту дуа распространять. Там по несколько раз по WhatsApp приходит эта дуа, там, наверное, 1 миллион раз переслали, да. То есть, понимаете, многие думают, что, во-первых, дуа это какое-то заклинание, такое волшебное, да? Как там в деревне мы там играли, да? Но мы должны понимать, что дуа это не какое-то колдовство. Это не какие-то волшебные слова, которые сами слова обладают каким-то волшебством. Вот ты их там прочитал, там повторяешь несколько раз, и оно что-то вот бывает. Да? Дуа это обращение к Аллаху. И если в каких-то хадисах есть указание на то, что такой-то дуа на самом деле великая дуа, значит велика значение этого дуа. Что они означают? И мы должны понимать это дуа. Когда мы обращаемся к Аллаху, мы не просто должны теребить. Это целая лекция была у нас, да? Несколько даже лекций, наверное. Мы должны понимать, о чем речь. Это первое. Второе, для того, чтобы эти дуа, на самом деле, эти слова имели ценность, надо, наверное, быть в шкуре Юнуса алейхиссалям. То есть он на самом деле был в беде. Все там было плохо. И в это время, конечно же, искренность, она там на самом верху. Когда ты в утробе кита и где-то там, не понимаешь ты где, да? Даже когда кит его выплюнул, вот в Коране это описывается, в тафсирах, он говорит, был подобен жалкому цыпленку, который только вылупился с яйца. То есть он был весь вот в слизи вот этой, да, он был весь такой маленький, и он же скрылся под деревом. Аллах его скрыл под деревом, тыквенное дерево, по-моему, да, тафсире, если я не ошибаюсь. И Аллах скрыл его от вот этих мух, мошкары. Даже когда он избавился от кита, даже вот эти насекомые, они бы его сожрали, да? Нет, Аллах его спрятал под тыквой, чтобы он пришел в себя, оправился и понял, в каком он был положении. То есть он на самом деле, Аллах ему очень такой, поучительный урок подал. Поэтому первый момент мы должны понимать смысл этих слов. Второй момент мы должны понять ситуацию, положение Юнуса алейхиссалям, чтобы эти дуа принималось. И третий момент, Аллах вот говорит об этом как раз. Чтобы твои там супер-гипер искренние там дуа, чтобы они принимались, когда тебе очень плохо, ты должен был быть там дуа и восхвалениях. И те дуа вне брюха кита, когда ты был в благополучии, именно те дуа, они становятся причиной того, что Аллах сейчас принял твои дуа. Поэтому это очень важный момент. Вот это первый пример, чтобы мы поняли смысл этого правила. Второй персонаж, кто это у нас? Когда ему стало очень плохо, все его высокомерие, оно как туман рассеялось, и он на самом деле стал очень искренним. Фараон, который собрал весь народ, фахашара фанада, факаля ана раббукумул а'ля. И вот он возвал, собрал всех и сказал, превозгласил, ана раббукумул а'ля, я ваш Господь наивысочайший. Мне вы все должны поклоняться. То есть это человек, который возомнил себя Богом.
То есть, увидев ту власть, которую кто ему дал? Аллах дал. Увидев тех рабов, жалких, которые ему поклонялись, да, падали низ перед ним, увидев свою вот эту тиранию, вот эту силу, которым он пугал людей, вот этих страшных колдунов, которые пугали всех людей, да, шайтан к нему подошел и сказал: посмотри, все это, да, то есть это же искушение, власть это искушение, богатство это искушение. И он сказал: посмотри, а не ты ли Бог на этой земле? И он сказал: я ваш Господь. Какой еще Господь? Хаману сказал: построй башню, и я хочу подняться на эту башню и посмотреть на Господа Мусы, который утверждает, что есть какой-то еще Господь. То есть, прошло сколько тысяч лет, построили километровую башню, да? И что? А оказывается, это космос. 500 лет надо лететь только первый слой. Земля их 7. Так ведь? Поэтому, это глупость уж этих людей, надменность глупая. Но, когда он оказался в Красном море, и когда вот эти соленые воды начали поступать ему в легкие, он начал тонуть, он почувствовал смерть, и когда он тонул, он очень искренне сказал слова: «Аменту», я уверовал. На самом деле он был искренним. Там, когда ты уже тонешь в море, когда ты уже погибаешь, уже все, нет высоко. Вот эти зависы, вот эти покрывала, высокомерие, двуличности, это все уходит. Все, ты Аллах, все, искренний. Да? На самом деле он был искренний. И Аллах говорит: «Аль-ан», сейчас ты уверовал. Сейчас, «Вакада асайта кабль», а до этого ты отказался уверовать, противился. «Вакунта миналь муфсидин», и ты был из числа тех, которые распространяли нечестие на этой земле. Это сура Юнус, 91 аят. Поэтому за то, что он до этой беды не поклонялся Аллаху, он не признавал Аллаха, он не восхвалял Аллаха, он не взывал к Нему, он не признавал Его. Он проявил неверие по отношению к Нему. Да? Вот за это, каким бы он искренним не был, когда вода уже начала поступать легкие, Аллах не принял его дуа. И Аллах погубил его и его род, подобный ему. Поэтому вот эти два истории, на самом деле, это великие истории, машаллах, из которых мы должны брать себе урок, извлекать урок. Дальше мы можем привести некие слова некоторых сподвижников, например, Абу Дарда, ради Аллаху анху, когда к нему подошел человек, то есть когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям покинул эту землю, на этой земле остались самые первые, самые лучшие, самые достойные. Это кто? Это сподвижники. И, конечно же, последователи сподвижников, то есть это следующее поколение, кого мы называем табигинами, они у кого брали знания? Они брали знания у живых сподвижников. То есть для них пойти кому-то, который сидел на уроках самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который своими ушами слышал от него хадисы и передавал. Да? То есть они даже делали дуа. Когда шли, например, в Мекку, в Медину, они делали дуа: «О Аллах, дай мне возможность встретиться с одним из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и взять от него какой-нибудь хадис услышать, какое-то наставление». Поэтому люди приходили к сподвижникам. Абу Дарда – это один из величайших сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и пришел к нему человек и сказал: «Аусыни, дай мне насихат, дай мне завещание». И он сказал: «Удкуруллаха фиссарра
ядкурука Аллаху азза ва джалля фид дарра. То есть поминай Аллаха в радости, и тогда Аллах вспомнит о тебе в горести и печали. То есть когда тебе будет плохо. Когда тебе будет плохо. Это из книги Халят аль-Аулия. Также Абу Дарда, ради Аллаху анху, говорил: «Уду Аллаха фи яуми сарраика, ла'аллаху ан ястаджиба лака фи яуми дарраика». То есть взывай к Аллаху в день, когда тебе хорошо, когда тебе радостно, и, быть может, Аллах ответит тебе за эти дуа в день, когда тебе очень плохо. Понимаете? То есть взывайте к Аллаху, когда вам хорошо, и, быть может, Аллах ответит вам на это дуа в тот день, когда вам будет плохо, и очень нужна будет помощь Аллаха. Также есть высказывание в этой книге, этого не видел, про этот хадис есть еще высказывание Сальман аль-Фариси, по-моему, ради Аллаху ан, один из подвижников. Он говорил такие слова: когда верующий, который поминает Аллаха, который поклоняется Ему, когда его постигает какая-либо беда, когда он начинает взывать к Аллаху, то его зов слышат ангелы на небесах. Ангелы на небесах. И они говорят: мы знаем этот голос. То есть, получается, он всегда взывает к Аллаху. Так ведь? Так мы знаем этот голос. И они начинают ходатайствовать, заступаться за него, чтобы Аллах не спаслал ему помощь. Но человек, который не поминал Аллаха, который не восхвалял Аллаха и не взывал Аллаха до того, как пришла на его голову беда, да? Когда он начинает искренне взывать Аллаху, ангелы слышат его голос на небесах и говорят: а мы не узнаем этот голос. Мы не узнаем этот голос. Мы ни разу не слышали, чтобы этот голос стучался в двери небес. То есть, получается, он до этого что? Не взывал к Аллаху. И именно когда вот стало ему плохо, начал взывать. И они начинают говорить, чтобы Аллах, просить, чтобы Аллах не принял, отверг его взывание. Вот. Также очень хороший пример, это пример 3 путников. Этот хадис у имама Аль-Бухари, достоверный хадис, да, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает нам историю 3 юношей, да, которые во время путешествия попали под дождь и спрятались где? В пещере, да? И произошел обвал, и камнями закрылся вот этот коридор, через который они зашли в пещеру. То есть все, их завалило, они не могли там МЧС, ничего такого нет, так ведь и сегодня не будет, да, сколько людей погибает в горах. И тогда они поняли, что они в беде, что их может спасти только Аллах. И один из них сказал: пускай каждый из вас вспомнит свое вот самое правдивое, самое искреннее деяние, которое он совершил вот только ради Аллаха. Вот оно должно было запомниться у каждого. Когда вот каждый же человек все равно, который рассчитывает себя, делает себе отчет, он же понимает, что где-то он мог преследовать какие-то другие цели. Да? Вот пусть каждый из вас сейчас вспомнит вот самое свое честное, правдивое, искреннее дело. И посредством этого дела мы будем просить у Аллаха, и, быть может, Аллах нам откроет. И тогда вот каждый из них, да, помните этот хадис? Если не знаете, ищите у Google Хазрата, спросите. Машалла, это очень великий хадис, где на самом деле для нас очень много уроков, очень много пользы. И первый человек, который
у которого были пожилые родители, да, и у него была жена и дети. И каждый раз, когда он доил свое животное, где-то говорится, что это были овцы. Аллаху алям, да? Каждый вечер, когда он доил своих животных, вот это самое парное, свежее, полезное молоко он приносил своим пожилым родителям. И после того, как испевали из этого сосуда его родители, да, то, что оставалось, он приносил детям. Вот уже здесь, уже уроки пошли для нас, да? Вот как было раньше и как сегодня. Если современный сегодня джигит, то, что останется от его любимой жены и детей, если он принесет мамам, это уже рахмат. Да? Уже рахмат. Если там деньги там останутся от жены и детей, если он там закинет на карту мамочки, да, это такой великий человек уже. Но он сам себя так посчитает. А вот было время, когда вот это место родителей никто не мог занять. Ни любимая жена, ни любимые дети, как бы они ни завоевывали сердца отцов, да, никогда мужчины, да, никогда верующие вот это место почетное родителей никому не давали. И для них на первом месте всегда были родители. Потом остальные. И каждый день этот юноша, этот человек, когда доил животных, каждый день он сначала давал родителям, потом кормил детей, голодных детей. И в один вечер он опоздал, он задержался. И когда уже с молоком пришел к родителям, они спали. И он говорит: «О Аллах, я до самого утра». То есть он побоялся их разбудить. То есть он не хотел их будить, они же спят, как вот их разбудишь, да? «О Аллах, я до самого утра стоял возле их кровати с молоком и ждал, когда они проснутся. И я слышал плач моих голодных детей». Вот сегодня это даже, такие современные, казалось бы, адекватные люди даже этого не поймут. Они скажут: что за больной? Пошел бы, детей накормил бы, а потом родителей, да? Нет, вот это было святое. Это родители были на первом. И он сказал: «О Аллах, если я сделал это только ради тебя, то избавь нас от этой беды». И они увидели, как камни сдвинулись и открылись на какое-то расстояние. Потом второй, который когда-то нанял рабочих, и рабочие сделали свое дело, он приготовил для них соответствующую цену. Там в риваятах по-разному говорится. Где-то там зерном, где-то говорится коровой. Да, эту корову он должен был отдать, то есть заслуженно ему. Но он не взял. Он не взял эту цену и куда-то исчез. И эта корова, она принесла потомство, потом они выросли, прошло уж какое-то время, так ведь, потом потомство, и Аллах дал баракат, и образовалось небольшое даже стадо, так ведь? И через несколько лет этот человек объявляется и говорит: «Ты мне деньги должен, ты мне должен там корову». А он же эту корову приготовил. И он берет его за руки и говорит: «Вот это стадо, оно твое». И он говорит: «Ты почему, говорит, издеваешься надо мной? Я не сделал тебе столько». Он сказал: «Вот это все твое». И сказал: «Забери все». И он забрал все. И этот человек сказал: «О Аллах, если вот это я все сделал только ради тебя, избавь нас от беды». И камни открылись. И третий человек, он, когда воззвал к Аллаху, он рассказал свою историю. И сказал, что у меня была дочь брата моего отца. И, получается, двоюродная, да? Или даже больше? Нет, даже троюродная, да? И я, говорит, никогда ни одну женщину так не любил, говорит, как ее. То есть он очень сильно влюбился в нее. И я, говорит, просто уже не стерпел, подошел к ней и сказал: «Будь моей, отдайся мне». То есть сделай зина. Да? И она сказала: «Я отдамся тебе, если ты мне дашь там 100
этих монет, 100 монет. То есть она попросила очень много денег за себя. О Аллах, я заработал эти деньги. То есть он пахал, он работал, да? Я подошел к ней и отдал эти деньги. И в хадисе прямо говорится, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не постеснялся, я уж грешник, конечно же, скажу, я когда, говорит, оказался между ее ног, то есть все, она была моей. Она сказала, не лишай человека печати не по праву. То есть ты не имеешь взять меня, потому что я не принадлежу тебе по праву. То есть я же чья-то дочь, ты меня должен попросить никах там или еще что-то, да? И тогда, говорит, о Аллах, я, говорит, так побоялся тебя. Я, говорит, и эти 100 монет не взял, и ее не дотронулся до нее, говорит. О Аллах, если я сделал это только ради тебя, что он сделал? Вопрос. Он оставил грех. То есть вот это очень важно. Иногда сделать что-то доброе намного, может быть, проще, да, чем оставить какое-то искушение. То есть в чем была праведность тех двоих? Они сделали великие дела, а этот не сделал великий грех. То есть это тоже праведное дело. То есть он победил свою страсть. То есть он на самом деле очень любил ее, и он очень хотел ее. Он не просто так заработал столько денег, да, отдал ей и сказал, все, ты моя. И в последний момент, когда она сказала, не лишай меня печати, которая не принадлежит тебе, да, то есть ты не имеешь права меня брать. Он даже деньги не взял, он ушел. И он сказал, о Аллах, если я это сделал, то есть я оставил грех только ради тебя, а других причин не было. Да? О Аллах, избавь нас от этой беды. И Аллах полностью открыл вот этот коридор, и дверь, и они вышли. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот рассказал нам этот хадис, и на самом деле вот то, что они когда-то до наступления беды, да, до того, как они оказались в пещере, да, они за то, что они совершали вот такие великие дела, Аллах принял их дуа и избавил их от беды тогда, когда им было плохо. Вот именно за те дела. Поэтому мусульманин, он всегда поклоняется Аллаху, он всегда должен восхвалять Его, он всегда должен взывать к Нему и поступать как многобожники, да, искренне в слезах выпрашивать у Аллаха спасение, когда им плохо, и сразу, когда Аллах избавляет их от этой беды, снова возвращаться в свою неблагодарность, свой ширк, свой куфр, это подло и низко. И мусульмане, они должны всегда восхвалять, поклоняться Аллаху. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллаху хайра.